Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. В сентябре у нас в республике прошли беспрецедентные по масштабу многоуровневые выборы, которые политологи уже назвали триумфом «Единой России». Главой республики с результатом 75,77% был избран действующий глава Айсен Сергеевич Николаев. Он же возглавлял и список кандидатов в народные депутаты от партии власти по республиканскому округу, где «Единая Россия» взяла подавляющее число мандатов – 22 из 35. Согласно Конституции нашей республики, сразу после инаугурации Илдархана, которая состоялась на прошлой неделе, правительство ушло в отставку. И формирование нового кабинета министров под председательством Кирилла Евгеньевича Бычкова завершилось буквально вчера. Новый состав правительства, которому предстоит работать над развитием республики в ближайшие 5 лет, и перемены, которые ждут наше общество, я и хочу сегодня обсудить с экспертами в студии. У меня в гостях член Общественной палаты РФ и Якутии Наталья Кашпирская и представитель Всероссийского центра исследований общественного мнения в Якутии Василий Охлопков. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас перед правительством на ближайшие 5 лет стоит амбициозные задачи, и главная из которых отражена в первом указе главы, который он подписал в новом качестве, да, это сократить бедность в 2 раза за 5 лет. Вот как вы считаете, как новый состав правительства будет решать эту задачу? Что нужно сделать, чтобы первых результатов достичь? Да, вы знаете, меня, например, очень порадовала эта задача, которую поставил Илдархан перед правительством как основную, потому что действительно мы живем в очень богатой республике, богатой, во всех смыслах слова богатой, поэтому, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы это богатство распространялось на всех ее жителей. Поэтому я, например, очень поддерживаю, считаю, что очень своевременная задача была поставлена, и, конечно, та команда, которую Айсен Сергеевич сейчас сформировал как свою команду, которая будет выполнять эту задачу, она абсолютно не просто жизнеспособна, она абсолютно четко выверена, и подобраны те люди, которые смогут с ней справиться. Я в этом больше чем убеждена. Ну и, конечно, мне кажется, что задача очень сложная, потому что судить о достижении определенной, выполнения этой задачи мы будем по мнению людей, которые должны будут нам сказать, что они удовлетворены уровнем жизни, которое у них есть. А вы понимаете, что нам всегда чего-то не хватает, да? То есть так или иначе человек не останавливается на достигнутом уровне, ему всегда хочется чего-то большего. И к хорошему мы привыкаем очень быстро. Очень быстро. Поэтому задача более чем амбициозная, но я уверена в том, что такой замечательной командой, которую сформировал Айсен Сергеевич, мы справимся с ней. Василий Егорович, вот как раз про то, что люди всегда недовольны, у вас же в ЦИОМ и занимается исследованием общественного мнения, да? Понятно, что будут замерять в том числе и по каким-то объективным показателям, да, прожиточный минимум, доходы не меньше прожиточного минимума, но вот как люди оценивают? Вот всегда является проблемой то, что и люди это отражают во всех резонансных новостях, и точка зрения их отражена. Рост цен всегда беспокоит население. У нас регион достаточно со сложной транспортной сетью, это общеизвестно. Но эти вещи говорить не буду, но в целом новая команда продолжает заложенную еще в 90-е годы первым президентом республики направление на социальное государство. То есть у людей всегда есть востребованность в том, чтобы была социальная справедливость. И символично это вот показатель того, что политик относится к этому ответственно и основные свои усилия направляет на то, что у нас будет минимизирована бедность. Абсолютно ее убрать, естественно, не получится, так как и поведенческие модели у людей есть соответствующие. Но вектор основной, он правильный и соответствует ожиданиям большинства населения. То есть конкретно на социальную политику у нас главным приоритетом объявлена социальная политика. И вместе с тем достаточно большие преобразования будут в области экономики, так как все мы сейчас находимся под санкциями из-за тех пакетов мер, которые приняли уже недружественные для нас государства. Поэтому в этих условиях требуется в том числе и достаточно большая работа в области развития экономики. То есть экономика обеспечивает социальный сектор. Деньги ниоткуда не берутся с воздуха. Соответственно, очень много будет уделено и этому направлению.
Мгм. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И, конечно, можно задать вопрос через наше мобильное приложение. Если вы его еще не скачали, отсканируйте QR-код, который видите на экране, и в всплывающем окне задавайте свой вопрос. Ну, возглавил правительство, как я уже сказала, с чего я начала, Кирилл Евгеньевич Бычков. Он воспринимается, что интересно, ну вот я, конечно, не занимаюсь исследованием общественного мнения, но мне кажется, что он уже воспринимается абсолютно как свой, да, потому что он проработал достаточно долгое время в правительстве и курировал как раз вопрос Ленского моста. Вот насколько вопрос строительства моста, вопрос вообще транспортной доступности, транспортной связанности сейчас вот тоже один из приоритетных. Да, конечно, это очень актуальный вопрос. Мы понимаем, что на нем завязаны очень многие позиции, в том числе экономические. Поэтому, конечно, он основной, он приоритетный, но мы видим, насколько поддерживает наш сейчас республику глава нашего государства Владимир Путин. Да, который сказал, мост будет, Да, мост конечно. быть. То есть как ни при любом выступлении он так или иначе подчеркивает, да, какие-то приоритетные прорывные позиции. И здесь вот смотрите, мы можем любую сферу рассматривать, оглянувшись назад, посмотрев на эти самые 5 лет, которые команда Арсения Сергеевича при его лидерстве прорывные позиции какие-то выполняла. Можно гордиться очень многими вещами, согласитесь, да? Любую сферу, если взять. И поэтому вот назначение Кирилла Евгеньевича для меня абсолютно логичным кажется, потому что это человек новой формации, человек достаточно креативный, творческий. С блестящим образованием. Да, конечно, с очень хорошим образованием, с опытом работы. И действительно, он за тот период, пока живет в республике Саха-Якутия, он для многих стал своим, потому что он доказал, бесспорно доказал жизнеспособность тех идей, которые он продвигал, и доказал умение работать в команде с нами, с местными жителями. Поэтому я, например, очень рада этому назначению. Я думаю, что вот даже переформат тех отраслей, которые он курировал до этого, с новыми обязанностями, которые будут теперь у него, они очень хорошо состыковываются. Поэтому я считаю, что очень грамотное, взвешенное решение, и жду от этого очередных прорывных позиций нашей республики. Я про мост добавлю, да? Да. Ну, вот общеизвестно, что у нас мост запланирован был еще в советское время. И в частности, у нас построена только первая очередь Якутского речного порта. То есть город Якутск должен стать транспортно-логистическим узлом. Это было заложено изначально не только для нашего удобства, вот, например, мне в Заречный Улус ездить, а для того, чтобы сократить транспортное плечо при освоении крайнего севера и Арктики. Там неделя пути у нас уменьшается. Мост — это жизнь, это будущее Арктики. Конечно. Наталья Альбертовна, каждый из членов общественной палаты является экспертом в разных сферах жизни региона. Вы общаетесь со многими людьми. Вот как общественность воспринимает политику, которая вообще в регионе проводится у нас? Знаете, я бы вот хотела сосредоточиться еще раз, сделать акцент на той цифре, которую вы уже сегодня озвучивали. Это рекорд. Почти 76% людей, которые пришли на избирательные участки, они свой голос отдали за лидера самого большого региона Российской Федерации, за наш Северный край. Это круто. Это очень большой вотум доверия. То есть, мне кажется, это те самые люди, которые входят в различные общественные объединения и организации. Да? Так или иначе, вот эта выборная кампания, она расставила все точки над «и», и она показала, что у нас очень здоровое общество, что наконец-то мы сменили определенный дискурс, у нас стало меньше людей, тех, которых мы условно называем диванными критиками, которые кричат, куда катится мир. И у нас все-таки больше тех людей, которые мыслят позитивно, которые мыслят в действенном ключе и готовы что-то менять, а не просто рассуждать о том, что кто-то это сделал плохо. Вот, поэтому 75% это действительно победа. Беспрецедентные выборы, и общественная палата сделала для этого достаточно много. То есть, конечно, были люди, которые пытались найти изъяны в этой выборной кампании, и с этой целью на базе общественной палаты нашей республики был организован ситуационный центр, куда каждый человек, которому казалось, что-то где-то не так идет, он мог тут же обратиться, он мог рассмотреть эту ситуацию с юристом вместе. Но надо сказать, что за все 3 дня голосования у нас не было ни одного случая, который бы
ну, мог повлиять на ход выборов, либо было нарушено законодательство, ни в коей мере абсолютно. Ведь были еще наблюдатели от общественной палаты. Конечно, именно. это целый пласт работы. У нас на каждом избирательном участке были люди по всей республике. И их готовили как раз члены общественной палаты, мои коллеги. И я сама делала объезд. Я была полностью вот Хангаласский улус, Табага, Чапаева, Ахтемцы. Это было очень удивительно, потому что царила такая атмосфера, да, то есть мало того, что гимны были в первые минуты, когда открывались избирательные участки, так еще и вот патриотические песни, музыка, особенно Табагу хочу похвалить, прям здорово у них так было. И все наблюдатели сидели в течение всего промежутка времени, мы никого не предупреждали, когда мы приезжали с инспекцией, скажем так, да. Всегда все были на местах, все были, несмотря на то, что было холодно, были в красивых белых блузках, то есть очень было здорово. Ну и ЦИК, в общем, Это резюмировал, праздник. То есть, что действительно все прошло да, и прозрачно мы, и по без сути нарушений. дела, мы пришли к тому, что не надо никого гнать на выборы, люди идут туда сами, и они понимают, что они выбирают будущее своей страны. Круто. Василий Егорович, а в ЦИОМ проводит часто опросы населения, да, вот перед выборами, какие-то вот исследования были по поводу того, чего люди ожидали, какой был запрос? Естественные исследования проводились, в том числе и в республике, так как ЦИОМ работает по всей стране. Да, Ну вот какой запрос был у населения? Чего люди ждали? люди ждали того, что сохранится тот же лидер, продолжит свою деятельность. И все оценки были за Айсена Сергеевича в связи с тем, что люди многое с ним вместе пережили. Да, всегда есть критики, но мы прошли пандемию, начало СВО, ее продолжение. И везде и лидер, и его команда показали себя достойно и на высоком уровне. Одно из ключевых направлений нового правительства – это работа Анатолия Семенова, бывшего министра инноваций, который теперь будет курировать сектор креативных индустрий и сферу образования. Вот насколько сфера инноваций, которую Семенов раньше курировал, повлияет на образование? Насколько вот эта вот связка Я добавлю. появляется? Да. Да. Ну, с Анатолием Скалуновичем мы знакомы с 2012 года и вместе основывали технопарк Якутия и прочую инновационную инфраструктуру Республики Саха-Якутия, которая на Дальнем Востоке является несомненным лидером. Технопарк наш известен, IT-парк и, соответственно, территория опережающего развития. Да, образование и инновации, они тесно связаны, в том числе таким явлением уже, как кванториум. То есть наши дети обучаются IT, и идут несомненные лидеры, мы лидеры в IT. Соответственно, то, что он будет курировать образование, ну и не только, да, это позволит качественно повысить уровень школ, их оснащение IT. По его указанию в 2014 году я, например, отвез в Нюрбу, тогда не было Волса, но спутниковую антенну, которую мы выкупили у нашего же резидента. Да, это все было, все есть, все будет. То есть это абсолютно логично. Когда речь идет о цифровизации, речь идет о новых технологиях, наши школьники, наше будущее, наши дети должны быть этим всем обеспечены и понимающим человеком. То есть человек с нуля создавал инновационную инфраструктуру республики. И я еще и научный сотрудник. Мы приветствуем Анатолия Скалуновича в роли куратора науки. И так как республика с недавних пор, она передала часть своих полномочий в федеральный центр, у Анатолия Скалуновича великолепные отношения с тем же Сколково. Да, и он частый гость нашей науки, мы с ним находим всегда общий язык, так как человек относительно молодой, но вместе с тем уже с огромным управленческим опытом. Да, вы знаете, я с ним работала в одно время, мы ходили к одному министру на планерке, вот, поэтому тоже хорошо очень знаю этого человека. Мне кажется, что Анатолий Скалунович человек, который не видит препятствий. Вот он действительно не видит препятствий, и мышление у него, оно прям раздвигает границы. То есть нет рамки, и он видит вперед на несколько лет, прокручивает варианты. Вот мне очень нравится в нем это. То есть он берет какой-то совершенно провальный вариант, но видит, как из него можно сделать то, что будет полезно всем. Вот это его особенность, я очень ценю это качество в нем. И надеюсь, что теперь в новой должности он принесет еще больший
большую пользу нашей республике. Ну и вот эта вот связка инноваций и образования, да, говоря о том, что и образование будет повернуто в сторону инноваций, ну и, несомненно, сами инновации, они, наверное, войдут в Конечно, образование. конечно, В том числе. конечно. Вот. И одно из таких новых назначений это новый министр образования у нас, да, победитель кадрового конкурса Да. «Якутия вперед». То есть вот буквально подвели итоги кадрового конкурса. Вот у нас, значит, новый министр. Я вот у вас, как у, в том числе, сотрудника высшей школы инновационного менеджмента, которая Да. отвечала за этот конкурс, собственно говоря, да, вот хотела бы комментария, может быть, если не по персоналии самой Нюргуны, то вот о значении кадровых конкурсов вообще, вот насколько это Конечно. нужно и Конкурс замечательный совершенно, причем он, знаете, он тоже такой гибкий. Он трансформируется под те запросы и потребности общества, которые есть. То есть сначала это был министр, потом это были таланты Якутии, вот теперь он Якутия вперед. Якутия вперед, да, то есть он получил движение, он получил как бы импульс к развитию. И если раньше те, кто принимал в нем участие, имели жесткое ограничение возрастное, то теперь оно сдвинуто до 55 лет и открываются возможности у большего количества людей по возрастным категориям. Но есть еще один момент очень важный. Если раньше просматривалось умение работать в команде, то теперь каждый, кроме этого, и мог еще и проявить свои личные качества. Вот этот конкурс отличался именно этим. И мы не только сами проводили, не своими силами проводили республиканский этот конкурс. У нас были Там люди, были эксперты с эксперты, России, конечно. страна возможностей. И вот самое важное, что они оценили потенциал участников конкурса очень высоко и сказали, что в любом случае большая часть из наших конкурсантов могли принимать участие на всероссийских конкурсах и смотрелись бы там очень даже ничего. Поэтому для нас это хороший задел на будущее. Но вообще я хочу сказать, что да, лидерские позиции людей, которые заняли первые 3 места, или вообще 25 мы сначала выделяли, они сразу проявляются. Вот ты смотришь, да, как работают буквально в первый день люди, и уже понятно, да, что есть этот управленческий потенциал или нет. У нас было много всевозможных активностей, в том числе я лично проводила это стратегическая сессия по трендам будущего. Вот, Это такой мини-форсайт, да? Да, такой, ну да, марафон был, по сути дела, несколько часовой. И вот там человек, который сейчас является министром, уже исполняющим обязанности министра образования, она, конечно, блистала идеями, она прогнозировала, как будет развиваться ее отрасль, в которой она работала некогда, потому что мы знакомы с ней с тех пор, когда она работала еще в системе профтехобразования. Вот. Поэтому вот прогнозировала, очень интересно, глубинные такие вещи были. Поэтому мне кажется, что вот этот конкурс — это возможность некого социального лифта, есть возможность заявить о себе очень ярко, заявить о своем потенциале, и мы видим результат. То есть конкурс буквально несколько недель назад прошел, да, и мы сейчас уже имеем такое вот назначение. Очень гордимся этим и рады, что мы помогли вот, найти такого замечательного управленца. А было больше 500 заявок, между прочим. Да. И вот первое место у нас такое со всей замечательное. республики, Да, причем да, ведь конечно. это был и открытый конкурс, и муниципалитеты подавали свои заявки. Отборочные этапы были. То есть он такой очень многоступенчатый был. И вот те люди, которые дошли, вот эти 25 человек лучших, кто набрал наивысшее количество баллов, они будут внесены в резерв управленческих кадров. Поэтому я надеюсь, что это не единственное назначение по результатам кадрового конкурса. Все впереди. Ну что ж, кроме того, еще есть тоже добавить, да? Я ее знаю как еще рядовым сотрудником Министерства науки и профессионального образования, но ее назначение в большей степени означает приоритет среднему профессиональному образованию, в котором она всегда была очень активной и очень хорошим специалистом. Я был зампредседателя научно-методического совета общественно при министерстве и достаточно неплодотворно поработал. Но вместе с тем министерству необходимо больше работать в области политики, науки, так как научное сообщество ждет от нового министра в том числе и этого акцента, так как ее тогдашний непосредственный руководитель Александр Алексеевич Пахомов, он достаточно хорошо работал
с научно-исследовательскими институтами. Хотелось бы активизации в этом направлении. Ну, кстати, тренд на престижность, повышение престижа среднего профессионального образования, это же вообще в последнее время в стране. И мы уже эффект, видимо, да, уже появился этот тренд уже начал работать. Да, потому что уже конкурс растет в колледже. Да. Уже это совершенно не то, что... Это уже престижные профессии. Да. Да. Мгм. Вот. И еще одна новая фигура, там же у Анатолия Скалоныча, новый министр инноваций, Василий Ефимов, мой однофамилец. Вот, я знаю, что вы тоже знакомы. Близко я Пересекались? с ним не знаком, но пересекался. Василий Васильевич Моисеев, он из очень хорошей семьи. Ефимов. Я человек Ефимов. уже... Да, Василий Моисеевич, его отец, я с ним также знаком. Человек... Известный научный Да, судья. известный научный деятель. У Василия Васильевича достаточно хорошая подготовка, в том числе и за рубежом. Он работал в венчурной компании Якутии, части инновационной инфраструктуры, и внес очень много хорошего. Его подготовка позволяет решать те задачи, которые до этого решал уважаемый Анатолий Скалоныч. Мгм. Да, если я не ошибаюсь, он же был в составе той массачусетской восьмерки, которая Да, от да. республики училась. Да, профессор Райан, да, MIT было. Также сменилась сфера деятельности у Ольги Валерьевны Балабкиной. Вот, то есть она осталась в правительстве, но если раньше она курировала здравоохранение одно время, потом занималась проблемами как раз именно СВО, а теперь в поле ее зрения Арктика и экология. Вот, ну, несомненно, это сильный управленец. Вот, но вот как интересно Вы знаете, сменятся вот такие... понятие управленец, да, оно очень всеобъемлющее. И Ольга Валерьевна, она как раз блестящим управленцем является. Я тоже знаю очень много лет. И тоже считаю, что Ольге Валерьевне всегда как-то по жизни доверяется самое сложное. Вот самые сложные позиции, где нужно сделать старт с нулевой, возможно, позиции и добиться высоких результатов за короткий промежуток времени. Вот именно эти позиции всегда даются ей. Вот когда была пандемия, Конечно, она... вы вспомните, как это было. Мы просто уже переживали даже за нее, мы волновались за нее, потому что на ее хрупких плечах, по сути дела, да, вот она эту связку сделала между населением, да, и она объясняла всем, доказывала какие-то вещи, снимала напряженность. Она умеет это делать, она может это делать. Поэтому управленческие качества — это очень важно. Ольга Валерьевна талантливый руководитель, требовательный, справедливый, поэтому я думаю, что ей любая задача, которую Арсений Сергеевич поставит, она будет по плечу. Мгм. Ну вот вы сказали как раз, что самые сложные задачи, и действительно, она Арктика. пандемию она курировала, да, и СВО она Конечно. в самом начале тоже курировала. А сейчас вот, получается, Арктика — это у нас самая, Ждем прорывных позиций в этом направлении. самая Да, сложная, конечно. самая такая задача у нас сейчас Арктика, получается. Ну, я, например, горжусь уже тем, что, начиная, если проанализировать, с советских времен не велось строительство капитального жилья в Арктике. И вот теперь у нас оно ведется, понимаете? То есть Арктика оживает постепенно. Я очень рада, что теперь не только на плечах энтузиастов будет держаться Арктика и развиваться северные улусы, но и теперь у них есть такой замечательный управленец, как Ольга Валерьевна. Это здорово. Вместе с тем стоит учитывать, что Арктика, вот недавно я в своем выступлении отметил, что Арктика — это следующее поле битвы, потому что конечно. углеводородное сырье, которое в арктическом шельфе находится, наши ученые с Института мерзлотоведения там работают при бурении в расчетной ее части на шельфе. Ну, по этой причине неизвестно. Это место преткновения интересов очень многих стран. Индия претендует на Арктику. Представляете, КНР отправляла ледокол. И это становится очень большим узлом противоречий для всей цивилизации. И мы, так как один из крупнейших арктических регионов Российской Федерации, должны внести свой вклад, обладая портом. И эти работы, ну, думаю, она достойно проведет, и мы не будем выглядеть плохо. Ну вот, кстати говоря, о тех вызовах, которые в части связаны с транспортной доступности, да, у нас же одна из основных задач — это же еще и построение нового порта в Тиксе, да, и вот Северно-морского пути.
возрождения, то есть вот эта вот транспортная связанность, да, это же не только про Ленинский мост речь, это и... Конечно. Вот наука, наша якутская наука была создана для научного обеспечения освоения Крайнего Севера и Арктики. Вот даже нашу часть посмотреть, институт, например, биологических проблем криолита зона, горного дела Севера, физико-технических проблем Севера, вот имя Ларионова. То есть мы обеспечиваем этот процесс, и у нас есть большие надежды с назначением ее заместителем председателя по поводу нашей востребованности в реализации крупнейших инфраструктурных проектов Арктики, и в том числе и двойного назначения. Наши ученые в этом направлении проводят очень много работы. Мгм. Там же предстоит построить и атомные станции малой мощности. Да, мы экспертировали этот проект, в том числе после ряда выступлений одного из крупных общественников, Институт физико-технических проблем Севера и Арктический научно-исследовательский центр, в котором на тот момент мы работали, нашли концепцию, соответствующую в концепции Росатома перечень требований, и то, что в Арктике или на Крайнем Севере должна быть построена малая атомная электростанция. Выводы наши были переданы руководству республики, и на Восточном экономическом форуме, по-моему, в 2018 году, буквально в течение месяца, Айсен Сергеевич соответствующее соглашение с Росатомом провел. Этнологическую экспертизу проводил Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера с тем, чтобы минимизировать те противоречия, которые могли бы возникнуть между жителями Арктики и, соответственно, при строительстве этого крупнейшего инновационного проекта. То есть там очень много заинтересантов, и сильно раскачивают различные темы враждебные страны. Да. Вот Greenpeace очень избирательно работал раньше на северо-западе страны. В Китае почему-то нет, хотя больше нарушений экологического законодательства именно там. И по этой причине назначение Ольги Валерьевны, оно должно помочь в том числе и в новом освоении Арктики. Наука предлагает ряд проектов, в том числе и была разработана концепция безлюдного роботизированного освоения Арктики. То есть мы не можем, как при Советах, сотни тысяч людей, а через Якутию после Великой Отечественной войны 4 миллиона человек отработало по северным контрактам. Сейчас такой возможности меньше. Демография у нас по стране, а не в Якутии, соответственно, показатели отличаются резко от советских. По этой причине, да, есть необходимость назначения такого руководителя, такого масштаба для реализации не менее масштабных проектов. Ну да, тем более, если там ресурсы, это получается недропользователи, опять же, да, прежде всего. И тут же и вопросы экологии логично, да, Пересекаются, потому что одна из главных задач это работа именно с недропользователями, с тем, чтобы они минимизировали последствия для природы. Добавлю. Вот мы достигли 1 миллиона. У нас есть очень хороший перспективный демограф Дарья Викторовна Туманова. По ее исследованиям мы лидеры на Дальнем Востоке по естественному приросту населения. Много критики было по этому тезису, но в основном это люди, далекие от объективных знаний, но субъективно критиковали. Наука говорит, что есть естественный прирост. И очень много людей возвращается в республику, хотя люди тоже, которые ищут шума, говорят об обратном. Но наука утверждает, что обратная миграция у нас большая и большой естественный прирост. То есть вот эта тенденция к росту, она сохранится, да? Да, сохраняется. надеемся на Да, это. сохраняется. И вот сельское хозяйство – основа культуры нашего народа. Вот, например, взять тех же коренные малочисленные народы Севера. У них культура сохраняется, вот эти изделия все, если есть поголовье оленей. То же самое касается и якутского народа. Есть наши коровы, есть, соответственно, наша культура. И язык, и прочее, все с этим связано. Поэтому, Да, да. и у нас ведь и новый министр сельского хозяйства, и опять же перераспределение между зампредами тоже поменялось, да, то есть Сергею Васильевичу Мясникову. Это я про Артема Александрова лучше скажу. Он тоже после работы в муниципалитете, выходец с технопарка Якутии, он был нашим резидентом, и я знаю его больше как резидент. Это тоже... А что он делал в технопарке? Он делал новые сорта напитков, и его предприятие успешно работало на рынке до того, как он перешел в органы исполнительной власти. Специалист был руководитель департамента по животноводству и далее уже заместитель министра. То есть Артем Александрович, с ним вместе мы прорабатывали ряд идей, в том числе вот в новых условиях и экспорта
аграрной продукции. Да, ну там есть ряд буферных стран, через которые необходимо пройти. Эту концепцию тоже наука сейчас прорабатывает. Одного специалиста мы в Казахстан уже командировали, к примеру. Хотя страна тоже обладает определенной позицией, которая иногда непонятна, но наука, она экономические аспекты сейчас просчитывает. То есть была поставлена раньше задача экспорта якутской породы крупного рогатого скота. Ну, эту задачу мы тоже амбициозно на себя взяли. Надеюсь на поддержку министра в этом направлении. Слушайте, но если у нас теперь министр, бывший резидент технопарка, можно же говорить и о том, что у нас инновации, ведь они и в сельское хозяйство должны прийти, да, и вот есть же вот эти проекты цифровых оленеводов, вот когда-то, наверное, к этому придем? Надеюсь, что к этому придем, но у нас вообще жизнь очень стремительно меняется, да, очень меняется. Если посмотреть любой сериал там начала 2000-х, мы удивляемся, как в Питере ужасно выглядели дома, мы удивляемся тому, что у нас в кабинетах начальники могли себе позволить выпить или закурить сигарету. Да. От этого всего мы настолько далеко уже отошли, что это считается выходом за норму. Да. Все очень быстро меняется. И поэтому на этом фоне всегда хочется сказать, меняется в жизни все, кроме якутского хатона. Вот он как-то совершенно не преобразовался, что он был в 17 веке, что сейчас. И я очень хочу, чтобы наши коровы были чистые, чтобы они были здоровые, чтобы у них были хорошие условия содержания. Я, по крайней мере, вижу в этом точку роста. Вот. Я не сельский житель, но объездила все, по сути дела, все районы нашей республики. И всегда очень хотела бы, чтобы наши хатоны были инновационными. Да. Ну и сенатором от парламента у нас избран бывший министр экологии Сахамин Миланович Афанасьев. Вот, народные депутаты выбрали своего представителя в Совете Федерации. Это вот, ну, опять возвращаясь к вопросу об экологии, да, и если вспомнить, что вообще первым указом главы республики в первый его срок был как раз указ об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия, вот, закольцовывая как бы немножко эту тему, да. Вот как считаете, Сахамин? Сахамин Миланович имеет большой управленческий опыт и, естественно, как бывший министр экологии, встречавший ряд проблем, ну, фактически планетарного масштаба, пожары, которые случились тогда, вот, он имеет огромный опыт. Вот, и думаю, что вопросы экологической безопасности они будут им достаточно отработаны с тем, чтобы наши дети имели чистый воздух, чистую воду и чистую землю. Ну и последний, наверное, вопрос, да, это вот вопрос вовлеченности. Вот насколько сегодня, поскольку вы оба все общественники, один изучает общественное мнение, представитель общественности, насколько якутяне сегодня активно проявляют свою позицию жизненную, да, участвуют в жизни общества, или большинство все-таки сидит на диване? Вы знаете, мне кажется, что немного меняется дискурс. Это первое замечание. Меняется дискурс. И мне кажется, что чем больше будем говорить мы о позитивных преобразованиях, тем меньше будет возможности говорить диванным критикам. Их становится меньше, либо, по крайней мере, их голос становится тише. Потому что, ну, конечно, есть и люди, которые ругают якутские дороги. Я езжу иногда на такси, разговариваю с таксистами, они постоянно ругают якутские дороги. Вот. Теперь, когда мы начали ремонтировать их и имеем хорошие дороги, они ругают пробки, которые вызваны тем, что у нас ремонтируют дороги. И из этого делается вывод, что бы мы ни делали, все равно сохранится какая-то часть людей, которая будет недовольна чем-то. Но в этой связи мы запустили очень интересный проект, он буквально стартует 11 числа этого месяца. Он называется «Свои». То есть это те люди, которые делают дело, и об этом, может быть, не всегда говорят. Они остаются в тени своего маленького подвига. Это те люди, которые окружают нас с вами. Это те люди, которые создают
позитивную повестку, патриотическую повестку, как маленький принц, проснувшись поутру, наводят, порядок свою приводят планету. в порядок свою планету. Это те люди, которые помогают детям, которые остались в сложной жизненной ситуации, делают это из своего бюджета, даже без использования грантов. Это те люди, которые решают проблемы, которые, может быть, не видны большим начальникам. И они об этом не очень рассказывают. Вот мы хотим этих людей, патриотов в прямом смысле этого слова, сделать из них героев, показать их добрые дела и показать тот эффект, который они за собой несут. Проект «Свои», вы еще не раз услышите о нем, я больше чем убеждена. И я надеюсь, что когда-нибудь в эту студию мы придем уже с этими героями, о которых мы расскажем. Да, обязательно. Ну, вот трудно после общественника добавить, но я постараюсь. Да. Люди вовлечены, и это зависит от их характера. Вот то, что у нас WhatsApp, вот все эти социальные сети, мы буквально ими опутаны. Если можно, очень коротко, у вас буквально вот Да. осталось Остальная очень часть мало. страны, она только недавно перешла вот на такой формат общения только с началом пандемии. То есть мы всегда идем немножко вперед. И те проблемы взаимодействия, которые есть, они, соответственно, у остальной части страны будут лет через 5. Благодарю вас за беседу. Будем надеяться, что выбранный курс приведет Якутию к дальнейшему процветанию. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.